поступить, не понимаю. У меня не было выбора, сынок. Иначе пострадала бы честь нашей семьи. А теперь наша честь спасена, да? Керем из-за вашей лжи столько лет рос без отца. Моя сестра осталась одна. Стоила она того? Скажите. Ты ничего не знаешь. Люди, с которыми связался Кадир, угрожали нашему отцу. Они хотели убить тебя. Это было необходимо, сынок, но я не жалею. Нет, отец. Это было неправильно. Вы должны были рассказать обо всем мне. Ты не понимаешь. Грязные делишки Кадира уничтожили бы всех нас. Неужели только один Кадир виноват? Разве ты не знал об этом, брат? А ты, папа? Поймите, это в первую очередь касается моей сестры. Она должна была знать. А вы решили за нее, лишили ее выбора. Они хотели убить тебя, Кахраман. Мы должны были это сделать. Не должны были, отец, не должны были. Избавиться от Кадира и 20 лет лгать – это не выход. Из-за вас Керем годами рос без отца, а моя сестра лишилась мужа. Ты хочешь сказать, лучше жить с бесчестным, бессовестным мужем и отцом? Это был бы их выбор. Кахраман. Бывает, смотришь на фотографию в своей руке и становишься счастливым. А иногда она приносит тебе одну лишь боль. Ты что-то хочешь сказать мне, Айхан? Может, прямо скажешь, без этих вступлений? Ты говорил, что у тебя нет фотографии отца. На самом деле есть. Что это значит? На этой фотографии ты и моя мама рядом. Неужели ты знал моего отца? Что это значит, Айхан? Твой отец. Это я, Керем. Я не могу поверить. Этого не может быть. Что было, то было. Это все осталось в прошлом. Мы делали все и для Мирьям, и для Керема. Отныне больше никаких тайн, брат. А теперь послушай меня. Ты никому ничего не скажешь. Кадир умер, Кахраман. Все думают именно так. И продолжат так думать и дальше. Ты тоже будешь хранить этот секрет. Спустя столько лет эта история ни за что не должна выплыть наружу. Нет, отец. Так продолжаться не будет. И Керем, и сестра имеют право знать об этом. Приди в себя, Кахраман. Ты не посмеешь этого сделать. Лучше помалкивай, иначе я знаю, как заставить тебя молчать. Якуб. Кадир жив. И сестра, и Керем имеют право об этом знать. Но мой отец умер, уехал, исчез. Как такое может быть? Моя семья столько лет врала? Или ты сейчас врешь? Я не вру, Керем. Да что ты несешь? Я твой отец, Керем. А кто такой Айхан тогда? Я не решался сразу признаться тебе. Вот и придумал это имя, чтобы познакомиться. То есть ты обманывал меня? Керем, я твой отец. Господа! Еще кто-нибудь из вас претендует на роль моего отца? Керем. Видите этого человека? Якобы моего отца. Отца, которого я никогда не видел, не обнимал, которого никогда не было рядом. Он не заступался за меня и не успокаивал. Его никогда не существовало для меня. Керем, сынок. Я тебе не сын, понял? Не сын.
Мой отец умер! Керем, я не умер. Ты врешь! Мой отец умер! Умер! Успокойтесь. Отойди! Керем, Пойдем, я тебе покажу, где он! Как я выгляжу, сестра? Просто замечательно, моя милая. Не хочу, чтобы мама догадалась о моей болезни. Дорогая моя, нет никакой болезни. Все в прошлом. Понимаешь? Вы собрались? Собрались, дядя Халиль. Элиф, это тебе. Кахраман Бей передал. Что это? Это выписка с твоего счета. На него будет приходить твоя зарплата. В качестве вознаграждения за помощь Дефне Ханым. Но, дядя Халиль, тут написано 2000 лир. Это же очень много. Я столько не отработала. Ну, значит, авансом выдали. Сестра, купим подарок маме? Хорошо, на злых купим. Ладно, если вы готовы, можем ехать. Да, поехали, поехали. Вот, возьми. Посмотри, посмотри. Огромное количество низкокалорийных рецептов. Каждый день будешь готовить мне такие блюда. Шукран, я хочу спросить у тебя кое-что. Ты же у нас настоящий детектив. Спрашивай, дорогая, спрашивай все. Что это? Эй, ты что, до сих пор не отнесла это на место? Просто сначала решила у Шукран узнать. Мне же интересно. Где ты это нашла? В комнате Дефны Ханым. Когда убирала, увидела на полу. Упала, наверное. Интересно. Вроде бы лекарства, но этикетки нет. А на духи не похоже по запаху. Напоминает какое-то особое снадобье. Какое еще снадобье? Думаешь, Дефне Ханым колдовством занимается? Что это у вас тут происходит? Мамочка, Гюльсюм нашла такую странную штуку, не понимаю, что это. Где ты это нашла? В комнате Дефны Ханым, когда уборку делала, увидела на полу. Забрала и собиралась отдать ей, когда увижу. Я сама отдам. Мамочка, у меня для вас прекрасная новость. Завтра приезжает мой личный тренер, и мы начнем занятия спортом. И что прекрасного в этой новости? Ну, для меня это важное событие. Хотела, чтобы вы тоже порадовались. Я ведь теперь буду вести здоровый образ жизни. Хватит заниматься ерундой, Шукран. Тебе и так есть чем заняться в этом доме. И что же, ему не приходить? Нет, конечно, ни к чему это. Только одно слово, и вам не поздоровится. Куда же он подевался? Ну куда? Не это случайно ищешь, Дефне? Что нам делать, отец? Сидеть сложа руки? Кахрамана уже нам не остановить.
Слушаю, Кахраман. Сестра, нам нужно поговорить. В чем дело? Что-то случилось с Керемом? Нет, с Керемом все нормально. Я скоро заеду за тобой, тогда и поговорим. Хорошо, Кахраман. Жду тебя. Ладно. Аллах. Что случилось? Не знаю, сказал, чтобы я собралась. Он заедет за мной и хочет со мной поговорить. О чем это интересно? Ой, не знаю, Шукран. Надеюсь, ничего плохого не случилось. В этом доме живет столько людей, и никто не знает ничего друг о друге. Что происходит? Почему? Ты это о чем, Шукран? Это правда. Здесь все прячутся за закрытыми дверями. А стоит спросить, тебя же крайне сделают. Как будто это преступление. Все изображают 3 обезьян. Не видят, не слышат и не говорят. Я не думала, что ты зайдешь так далеко. Как ты решилась на такое? Не понимаю, о чем вы говорите. Разве это не твой флакон? Нет. Не мой. Но Гюльсюм нашла его здесь, в твоей комнате. Ты этим отравила Элиф, так ведь? Тайком подлила ей, чтобы вызвать у нее выкидыш. Ничего подобного. С чего вы это взяли, мама? Продолжай врать и дальше, дочка. Все, что нужно, я уже поняла. Да, этот флакон останется у меня. Может, однажды пригодится. Только представь, что будет, если Кахраман узнает об этом. Подумай на досуге. Вы мне угрожаете? У нас обеих есть свои тайны. Если ты будешь молчать о том, кто настоящая мать ребенка, я сохраню в тайне твой секрет. Какая же вы коварная. Нет, Дефне, я не коварная. Но если вдруг кто-нибудь будет покушаться на жизнь моих детей или внуков, я стану не только коварной, но и самой жестокой и безжалостной в мире. Поняла? И глазом не моргну. Уничтожу. Поняла меня? Назлы, как тебе? Очень красивая. Думаешь, маме понравится? Конечно. Вот и хорошо. Давай еще кофту ей подберем к нему. Давай, пусть порадуется. С чего это ты решила сходить пообедать вместе? А что, ты недоволен? Нет, дорогая, просто такой сюрприз я не ожидал. И ты насытишься этим? Одним салатом? Правильное питание – неотъемлемая часть здорового образа жизни, Якуб. А неотъемлемая часть моей жизни? Это ты, Шукран. Я нашла тренера. Тренера? Неужели ты будешь в спортивный зал ходить? Нет, конечно, это коуч, личный тренер. Мы будем заниматься с ним отдельно. С чего бы это? Я подхожу к этому вопросу профессионально. К тому же у всех знаменитостей есть свои коучи. Но ты же не знаменитость, Шукран. Зачем тебе личный тренер, скажи? Не смейся надо мной, Якуб. У Дефне есть личная помощница, а у меня будет личный тренер. У тебя какие-то возражения? Нет. Отлично, тема закрыта. Что это? Ни масла, ни соли.
Теперь так будет всегда, Якуб. Ты тоже будешь следить за своим питанием. Вот это брось. От еды я не откажусь. На вот. И траву эту забери. Ешь, ешь. Достаточно. Я так волнуюсь. Не нужно волноваться, милая. Тебе нельзя нервничать, помнишь? Мы будем говорить по телефону. Да, милая, так положено. Мама! Мамочка, как ты? Все хорошо, Назлы и Лив. Как же я счастлива, что вижу Я так вас. скучаю по тебе, мамочка. И я очень соскучилась. Так хочу вас обнять. Ты написала нам письмо. Да, написала. Помните, я рассказывала про Айше. Я попросила ее написать вам. Назлы, как ты, доченька? Хорошо, мамочка. И сестра тоже хорошо. Ты о нас не беспокойся. Мы купили тебе очень красивые вещи. Тебе передадут. Носи их, ладно? Мои милые, ненаглядные. Мама, милая. Какое счастье видеть и слышать вас. Доченьки мои милые. Алло, доктор, я хотела узнать результаты анализов. Вы обещали сказать нам, кто родится, мальчик или девочка. Мы еще не получили результаты из лаборатории, Каймет Ханым. Правда? А можно как-то ускорить процесс? Мы тут все места себе не находим от волнения. Я позвоню вам сразу же, как получу результаты. Хорошо, спасибо вам. Ах, Аллах, прошу, подари нам внука-наследника. Прошу тебя, умоляю, Аллах. Ай, не могу видеть ваши слезы, не плачьте, прошу вас. Мы не плачем, не расстраивайся. Просто счастливы, что увидели тебя. У нас все хорошо, мама. Только за тебя переживаем. Хотим, чтобы тебя быстрее освободили, да, Назлы? Я как раз хотела рассказать тебе, Элиф. Айше, она очень помогает мне здесь. Скоро она станет адвокатом. Говорит, что меня могут скоро выпустить. Правда? Ей сказал ее преподаватель. Самооборона, кажется. Я подпадаю под эту категорию. Поэтому меня скоро могут освободить. Но как же так? В чем дело, сестра? Постой, милая. Мама, Каймет Ханым нашла для нас очень хорошего адвоката. Если бы и правда была такая возможность, он уже давно добился бы этого. Мама, ты уверена? Не знаю, доченька. Мне Айше так сказала. И она оставила номер телефона своего преподавателя, чтобы ты сама ему позвонила. Хорошо, мама. Если есть такая возможность, я немедленно ему позвоню. Потом поговорю с адвокатом, пусть он поскорее вытащит тебя отсюда, и мы будем вместе. Значит, маму скоро освободят? Султан, пойдем, время вышло. Мама, не переживай за нас, хорошо? Я поговорю с ним. Мы вытащим тебя отсюда, не волнуйся. Все будет хорошо. Берегите друг друга. Да хранит вас Аллах. Мы тебя очень любим. Люблю тебя, мамочка. Мы очень любим тебя. И я вас очень люблю. Идем, Султан. Я так волнуюсь, Семене. Каймет Ханым нашла флакон с лекарством и подозревает меня. Если выяснится, что это сделала я, мне конец. Эмине, потом поговорим, как Роман приехал. Да, хорошо, пока. Иди, иди! Смотри, что я тебе покажу. Видишь? Вон, что там написано? А? Кадир Сертер! Мой отец лежит здесь, ясно? Керем, выслушай меня, я все тебе объясню. Да что ты мне объяснишь? Все и так ясно! Керем, Мой отец здесь. Он здесь. Уходи, оставь меня наедине с отцом.
Он лежит здесь. Поехали, сестра. Что случилось, Кахраман? Скажи мне, я не знаю, что Я думать. все тебе расскажу. Поехали. Хорошо, сейчас накину на себя что-нибудь. Мой отец здесь. Он здесь. Он здесь, я знаю. Керем. Керем, перестань, сынок. Оставь меня наедине с отцом. Керем, перестань. Уходи, я Кирилл. сказал! Уходи Сынок. отсюда! Пошел! Уходи Сынок. отсюда! Убирайся! Пошел вон! Убирайся! Мой отец здесь. Он здесь. Алло. Кахраман, это Кадир. Кадир? Где ты? Кахраман, я все рассказал Керему. Сказал, что я его отец. Что? Где сейчас Керем? Мы на кладбище. Кахраман, Керему сейчас очень плохо. Прошу тебя, помоги ему. Хорошо, хорошо, я выезжаю. Кахраман. То, что произошло вчера... Не сейчас, Дефне, потом. Кахраман. Дефне, я же сказал, не сейчас. Кахраман! Сестра, поговорим позже. Что это такое, Султан? Дочки мне передали. Какая красота. Тебе очень пойдет, носи на здоровье. Мои заботливые, любящие девочки. Тебе удалось поговорить с Элиф, да? Да, поговорила. Она созвонится с адвокатом. Отлично. Будем ждать. Если бы я могла обнять своих девочек. Думаю, скоро ты их обнимешь, тетя Султан. Иншалла, Айше. То есть маму уже после первого слушания могли освободить, правильно? Я поняла. Конечно, я поговорю с ее адвокатом, не беспокойтесь. Спасибо вам большое. До свидания. Сестра, что он сказал? Секунду, Назлы, секунду. Подожди. Слушаю. Алло, Кемальбей? Это Элиф Даган. Слушай, Элиф Ханым.
Кемальбей, я только что разговаривала с одним юристом. Он сказал мне, что маму могли выпустить после первого слушания, так как она действовала в рамках самозащиты. Кемальбей, вы меня слушаете? Элиф Ханым, всю информацию по этому делу я передал Каймет Ханым. Что значит передали информацию Каймет Ханым? Моя мать могла выйти на свободу, но вы ничего Элиф не сделали. Ханым, я не сообщаю информацию никому, кроме Каймет Ханым. Кемальбей, она моя мама, а не Каймет Ханым. Простите, Элиф Ханым, мне неудобно сейчас. Кемальбей! Кемальбей, послушайте! Что такое? Что он сказал? Поехали домой, милая. Я тебе по дороге расскажу. Идем. Ты здесь, отец, я знаю. Ты здесь. Никто не займет твое место. Ты здесь, отец, я знаю, ты здесь. Тебя никто не сможет заменить. Керем, остановись, что ты делаешь? Керем, ну все, хватит. Вылезай отсюда, что ты делаешь? Дядя, один человек сказал мне, что он мой отец. Ладно, давай-ка, вставай, поговорим. Он назвался моим отцом. Керем, успокойся, пойдем. Дядя, отпусти меня! Нам нужно поговорить, Каймет Ханым. Элиф, что это с тобой? Я сегодня говорила с адвокатом. Он сказал мне, что маму могли уже выпустить на свободу. Вы что, специально удерживаете ее в тюрьме? Что ты такое говоришь? Только не лгите мне, Каймет Ханым. Вы сделали все для того, чтобы моя мама не мешала вам и сидела в тюрьме. Элиф, успокойся, милая. Как мне успокоиться, Каймет Ханым? Это ведь вы поручили адвокату. Сказали, чтобы он тянул время, что нужно подержать маму в тюрьме. Как вы могли так поступить? В чем моя мама провинилась? Что вам сделала? Керем, выслушай меня. Перестань, пойдем отсюда. Пожалуйста. Дядя, уходи! Мой отец здесь, понимаешь? Я раскопаю и Твой найду отец его. жив! И ты мне лжешь, дядя. Человека, который там стоит, зовут Кадир. Он твой отец. Неужели вам не жалко меня, Каймет Ханым? Ну ладно я, а как же назлы? Вам на всех плевать, да? Вы ведь знаете, сколько всего нам довелось пережить. Как сильно мы тоскуем по нашей маме. Дочка, не кричи, успокойся. Что было бы, если бы твоя мать узнала о беременности? А что бы ты делала? Нервничала и переживала. Тебе и так волнений хватает каждый день. Я сделала это как раз потому, что думала только о тебе. Вы не обо мне думали, а о ребенке, которого я ношу. Ведь он для вас гораздо важнее, чем моя невиновная мать, которая продолжает сидеть в тюрьме. Послушай меня, когда придет время, твоя мать выйдет на свободу. Это время уже давно пришло.
Сделайте так, чтобы маму выпустили. Послушай-ка меня. Ты не можешь мне приказывать, поняла? Знай свое место, Элиф. Вы не можете удерживать маму в тюрьме. Она имеет право выйти на свободу. Милая, послушай, ты сейчас слишком нервничаешь. Пусть пройдет несколько дней, и мы спокойно поговорим об этом. Я не только несколько дней. Я и несколько часов ждать не буду, Каймет Ханым. Позвоните своему адвокату, пусть сделает все, что нужно. Привет. Привет, Назлы. Садись. Все нормально? Что случилось? Мы сегодня навещали маму. Я очень скучаю по ней, жду встречи. Но когда я вижу ее там, мне становится очень грустно. Послушай, что я скажу. Когда мне очень грустно или плохое настроение, я читаю эту книгу. Возьми ее себе. Я вот почитал и стало легче. Вдруг она и тебе поможет. Большое спасибо. Я прочитаю и сразу же отдам. Можешь не торопиться. Я ее уже 3 прочитал. Она такая интересная. Ты прочитай, а потом мы обсудим. Мне уже интересно стало. Но, дядя, как такое возможно? Я не могу понять, я с ума сойду. Ну все, пойдем отсюда. Поговорим где-нибудь в спокойном месте. Давай-ка, вылезай оттуда. Дай мне руку. Давай. Пойдем. Какая пахлава вкусная. Ой, Шукран, постой, не ешь, скоро ужинать будем. Ну, не удержалась я. Ладно, за ужином съем меньше. Проходи, отец. Добрый вечер, папочка. Привет, Якуб. Добрый вечер. Добрый вечер. Папочка, вы отдохните немного. Ужин скоро будет готов. Пойду руки помою. Я с тобой. Ох, Аллах, ох. Как же мне справиться со всем этим? Всевышний, дай мне сил. Здравствуй, Зияби. Здравствуй. Что такое? Все в порядке? Все хорошо, Каймет Ханым. Устал немного. Хочу прилечь. Хорошо, ты отдохни, а я пока узнаю, готов ли ужин, и вернусь. Я ужинать не буду, Каймет Ханым. Ну как же так? Может, ты заболел? Ой, не говори ерунды, прошу тебя. Просто мы с Якубом поздно пообедали. Я не голоден. Ну ладно, ты тогда раздевайся, ложись, отдыхай, а я спущусь вниз.
Шокран. А как же правильное питание? Закончилось. Твоя мама с ним покончила. То есть как? А я сказала, что завтра придет коуч, а она запретила. Говорит, ни к чему мне это. Ну ничего страшного, милая. Значит, сама спортом занимайся. И все? Это твой ответ? Вот так просто смириться? А что я могу сказать? Ах, Якуб, почему ты все время соглашаешься? Почему не можешь заступиться за меня? Неужели не видишь, как рушатся мои мечты? Ой, ладно тебе, Шокран. Что такого, если у тебя не будет тренера? Ты умрешь, что ли? В этом доме никому нет дела до моих желаний. А вот драгоценной Дефне все в рот заглядывают. Никто меня здесь не ценит. Относится как к служанке. Не преувеличивай, Шокран. Ты моя единственная любимая жена. Если я для тебя хоть что-то значу, ты пойдешь и поговоришь со своей матерью. Скажешь, будет так, как хочет моя жена. Но разве у тебя хватит смелости? Не говори так, Шокран. Просто я не понимаю. Ты же говорил, что будет так, как я хочу. Ты кормишь меня одними обещаниями, Якуб, такими же пустыми, как и ты сам. Вот и все. Что теперь будет, сестра? Мы зря поверили Каймет Ханым на злы. Она обманула нас. Ничего не понимаю. Каймет Ханым помогала нам с тобой во всем. И жилье дала, и работу тебе, и операцию оплатила. Почему она не хочет, чтобы маму выпустили? Я не знаю, Назлы, я не знаю. Ну, а ты не спросила у нее, почему она так поступила? Назлы, прошу, не спрашивай у меня ничего сейчас. И так голова раскалывается, не могу ни о чем думать. Ох. Что же делать? Что нам делать? Позвоню Кахраманбею. Может, он поможет. Не отвечает. Разве он не дома? Нет, я не видела его. Поговорю, когда он вернется. Не расстраивайся, милая. Давай-ка ложись спать. Обещаю, мы вытащим маму оттуда. Вот увидишь. Ложись скорей. Вставай. Не хочу, я в депрессии. Пойдем. Никто не смеет обижать мою жену. Я поговорю с матерью, объясню ей ситуацию. Правда? Да, у меня и так нервы на пределе. Мне нужно выговориться. Мама, мы можем поговорить? В чем дело, сынок? Что случилось? Ты не разрешила Шокран заниматься спортом. С коучем. С коучем. Сынок, ну какой еще спорт в ее возрасте? Да и к тому же у Шокран хватает работы по дому. Я же говорю, она считает меня прислугой. Мама, Шокран не прислуга, она моя жена. И хозяйка в этом доме. И что ты хочешь этим сказать, Якуб? Шокран имеет право делать все, что хочет, мама. Спорт так спорт. Тренер? Тренер так тренер. Машина? Машина так машина. Какая еще машина, Шокран? Раз уж зашла речь, решила и об этом сказать. Машина-автомат, маленькая такая. Ну ладно, ладно, делайте, что хотите, я вмешиваться не буду. Отныне каждый, кто расстроит Шокран, будет иметь дело со мной. Послушай-ка, Якуб, ты переходишь границы, имей в виду. Шокран, скажи Айсель, пусть подает горячее. И зови всех к столу. Зиябия не спустится, на него не накрывать. С твоего позволения.
Не верю, дядя. Я не хочу в это верить. Веришь или нет, но он твой отец. Ну а почему сейчас, дядя? Что ему нужно через столько лет? Я думал, что его нет в живых, а он здесь. Ты знал об этом, дядя? Нет, не знал. Если бы ты знал, то сказал бы. Ну и что мне теперь делать? Я знаю, это очень сложно. Очень. Но ты должен это принять. Нет, я не обязан принимать этот бред. Послушай, тебе нужно отдохнуть. Завтра спокойно все обсудим. Давай-ка поехали. Я хочу еще немного посидеть здесь, дядя. Мне просто нужно побыть одному. Не волнуйся, я глупостей не натворю, просто хочу посидеть и подумать. Ну хорошо. Вместе подумаем. Дядя, не обижайся, но мне и правда нужно побыть одному. Хорошо. Но если тебе что-то понадобится, сразу звони мне. Ладно? Хорошо, не волнуйся. Сестра, Дорогая? ты что, не спишь? Нет, сестренка. Я жду Кахраман-бея, он еще не приехал. Поговори с ним завтра утром, сестра. Я хочу поговорить сейчас, Назлы. Иначе буду волноваться. Назлы. Деточка, ложись. Спи, милая. Дорогая, ты сейчас хорошенько выспишься, а утром я тебе сообщу хорошие новости, да? Хорошо. Ложись. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дорогая. Ты что здесь делаешь, папа? Старость, сынок. Это не только седые волосы, морщинистая кожа и больные суставы.
это еще и ответственность за твои прошлые поступки. Сколько же ошибок я совершил в своей жизни. А то, что я осознал их только в старости, по-моему, грех. Еще больше, непростительный и страшный. Отец, все наладится. Если бы... Вот увидишь, ничего не останется от прежнего порядка. Все рушится прямо у нас на глазах. Если один зуб сгнил, болезнь распространяется на остальные. Я боюсь, что наша семья скоро распадется. Она не будет уже столь крепко и сплоченной, как раньше. Из дома уйдет спокойствие. К счастью, я понял, где свет, а где непроглядная тьма. Но слишком поздно, Кахраман. Поздно. Как же ловко я поставил маму на место. М? Мой храбрый супруг. Конечно, храбрый. Стоило только прикрикнуть, как все притихли. Я горжусь тобой, мой храбрец. В одних обстоятельствах я храбр, как лев, а в других обычно бываю сговорчив и мягок, как котенок Шукран. Ты не будь котенком, всегда будь львом. Ты будь львом, а я буду ланью. Кахраман-бей, нам нужно поговорить. Элиф, потом поговорим, я очень устал. Кахраман-бей, ну-ка. Элиф, пожалуйста. Уже поздно. Сейчас я не в состоянии говорить. Спокойной ночи. Сестра? Ну что, приехал Кахраман-бей? Приехал, милая. И что он сказал? Он поможет маме? Не удалось поговорить назлы. Он очень устал. Ну что мы будем делать? Наша мама ведь в тюрьме надолго останется. Мы вытащим маму, не волнуйся. Но как? Я не знаю. Но я больше не хочу оставаться в этом доме. Куда же мы пойдем? Кахраман, прошу прощения за вчерашний вечер. Я не знала, что туда приходил Максут. Ты поехал, чтобы защитить нашего ребенка. Ты ведь простишь меня?
Кадир Сертер. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Все в порядке? Есть новости от Кахрамана? Папочка, прошу к столу. Аллах, не оставь. Пошли добрую весть. Слушаю вас, доктор. Каймет Ханым, мы получили ожидаемый результат. Вы имеете в виду, что стал известен пол ребенка? Да, Каймет Ханым, будет мальчик. Алло? Вы Да, слышите? я слышу. Просто я очень обрадовалась. Спасибо. Мы вам так благодарны, доктор. Аллах, спасибо тебе за этот подарок, великий Аллах. Ты подаришь нам долгожданного внука. Сестра, может быть, ты еще раз поговоришь с Кахраман-бием? Я не буду говорить назлы. Я в этом доме больше никому не доверяю. Пошли, уедем отсюда, пока нас не заметили. Уходим. Кахраман-бею. Доброе утро. Доброе утро, папочка. Доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Зиябей, у меня для тебя новость. Добро ли, Каймет Ханым? Что случилось так рано утром? Уже страшно. Нет. Этим утром нас посетила радость. Что за радость? Мне тоже интересно, мама. И правда, расскажите, что такое? Пусть придут Кахраман и Дефне, тогда я вам расскажу. Да ну, не будем их ждать. Ну, ты хотя бы намекни, о чем речь, бабушка. Подождем еще минуточку. Вот они, уже спускаются. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Садитесь скорее за стол. Мама, нет времени. Срочно еду в офис. Сынок, совсем ненадолго. У меня для вас очень важная и счастливая новость. Кахраман, вчера мы не смогли поговорить. Может, сегодня удастся? Стой, дочка, потом. Сейчас ничего не может быть важнее того, о чем я хочу вам всем рассказать. Рассказывай, Каймет Ханым, что это за благая весть? Скажи, чтобы мы все знали. На самом деле, эту новость Дефне следовало бы услышать первой. Но простите меня, просто не терпится. Зиябей. У них родится мальчик. Какое счастье! Чудо! У тебя скоро будет сын, Кахраман. Я очень за вас рада. Мои поздравления. Какая разница, сын или дочь? Это наш ребенок. Конечно, дорогой, главное, чтобы он был здоров. Всевышний услышал мои молитвы. Как не услышать? Поздравляю тебя, Дефне. Спасибо. О, Аллах, спасибо тебе за то, что ты внял нашим молитвам. Подойди, дочка. Встань. Выражаю тебе больше, чем благодарность. Даже если я встану на колени, будет мало. Ну что вы, папочка? Ты знаешь, как для нас и всей нашей семьи это важно. Наша фамилия будет жить благодаря вашему общему долгожданному сыну. Наконец, мои ожидания оправдались. Я сам каждую ночь молил Аллаха, чтобы он подарил моему сыну наследника. Какое счастье, что мои молитвы были услышаны. Какое счастье. Подойди. Ты носишь под сердцем благословенного наследника нашей семьи. Ребенка моего, Кахрамана. Нашего любимого сына. Не плачьте, папочка. Знаешь, это слезы счастья, дочка. Сейчас мой милый внук в тебе. Как я хочу приласкать его, погладить по головке и потрепать за щечку. Но пока рано. Даже если куплю подарок, то не смогу подарить. Но мы подождем. Что делать? О, великий Аллах, пусть дни ожидания пройдут быстрее. Осталось недолго, Зиябей, несколько месяцев. Не успеешь моргнуть, как он уже будет бегать и играть в этом доме. Ай да волшебники. Вы исполнили, пожалуй, самую заветную мечту моей жизни. Теперь, моя дорогая невестка, я дам тебе все, что ты пожелаешь. Будь она хоть за 3-9 земель. Я найду и привезу тебе это лично.
Значит, пришло время и мне выполнить свои обязательства. Нужно раздать еду беднякам и нуждающимся. Нужно сообщить всем родственникам. Пусть весь мир узнает эту чудную весть. С вашего позволения я пойду. Работа не ждет. Постой, я провожу. Приятного аппетита. Моя дорогая невестка. Но как же мы его назовем? Еще слишком рано. Мы не решили. Ты это видел? Как они вознесли Дефне? Нас с тобой и так не ценили, а теперь и вовсе отодвинут на второй план. А папина волынка. Пойду за 3-9 земель и принесу тебе все. А когда мне что-то нужно, говорят, сама возьмешь. Ладно, не преувеличивай. Якуб, если бы у нас с тобой был сын, меня бы сделали главной в этом доме. Но у нас нет сына. Не получилось, не вышло. Из-за этого меня в этом доме ни во что не ставят. Я тебя ценю, Шокран. Тебе этого мало? Конечно, Якуб. Я хочу, чтобы меня носили на руках, чтобы и ко мне относились как к королеве. Ясно, Якуб? Ну и ладно, что ж, ничего не поделать. Нам с тобой уже поздно заводить детей. Пойду съем пирожок, нервы совсем расшалились. Отец, подожди меня, я беру сумку и выхожу. Да, жду. Поторопись. Отныне я самый счастливый человек на планете. Я очень рад этой новости. Если бы я был моложе, без стеснения прыгал бы по дому от радости. Брось, Зиябей. Да, скажу, пока не забыл. Мы больше не будем друг друга расстраивать. Хорошо? Ты меня слышишь, Кахраман? Слышу, отец. Наша Дефне носит под сердцем будущее всей семьи. Кто ее огорчит, будет иметь дело со мной. Отец, прости. Мне нужно ехать в компанию. Удачного дня, сынок. Элиф. 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 Кахраман Бей, я устала от бесконечной лжи. Вы меня обманули. Мне это надоело. Мы с Назлы уезжаем и больше никогда не вернемся. Говорила же, если будет мальчик, ты станешь главной в этом доме. Как был рад Зиябей, светился от счастья. А если он узнает, что я не беременна? Не бойся, этого не случится. Все идет по намеченному плану. Никаких проблем не возникнет, дочка. Главное, не глупи и не срывайся. В чем дело, сынок? Элиф уехала. Куда уехала? Не знаю. Это все, что она написала. Ой. Ой.
Ты видел Элиф? Она утром ушла к Ахраман-бей вместе с сестрой. Почему ты позволил? Почему не сообщил? Я спросил, она сказала, что вы в курсе. Сказала, что скоро вернутся. Аллах, надо же, она и вещи все собрала. Что же нам делать? Ты что? Ты, кажется, даже рада, да? Нет, это не так. Дафне, нет Элиф, нет и ребенка. Ты только подумай, тайное станет явным. Что мы будем делать? Что Зиябею будем говорить? Не знаю. Я не могу понять, почему ты такая спокойная. Ты только представь, что все станет известно. Ты лишишься всех обещанных тебе привилегий, уже не будешь королевой в этом доме. Тебя сочтут бесплодной, пустоцветом. Зато мой муж останется со мной. Дафне, посмотри на меня. Не ты ли выгнала эту бедняжку из дома, а? Нет, мама. Что ты? Неужели опять взялась за старое? Снова провоцировала выкидыш? Ничего подобного, она сама ушла. Что мы будем делать, сестра? Не знаю, дорогая. Не знаю. Но мы больше никогда с тобой не вернемся в тот дом. Не беспокойся. Мне кажется, без тебя здесь не обошлось. Говори, что ты сделала, Элиф? Мама, я ничего не делала. Не ври мне, Дафне. Ай, ты что, рассказала ей правду? Ты призналась, Элиф, что она носит своего ребенка? Я ни в чем не признавалась. Почему же она ушла? Не знаю. Значит, девочка все-таки узнала, что это ее ребенок. Что ты сказала, мама? Ничего, сынок. Одну минутку. Ты сказала. О чем вы только что говорили? Рив сбежала, а мы не понимаем, почему. Вот думаем. Мама, говори правду. Я слышал твои слова. Что происходит? Сынок, ты просто все неправильно понял. Скажи ему, Дафне. Что сказать? Рассказывай все, что вы от меня скрываете. Ну, живо! Как же нам ее найти? Беременная женщина в огромном городе. Мама, хватит! Ребенок на самом деле от Элиф? Дафне, Элиф ведь была суррогатной матерью. Вы мне солгали? Мама, что ты наделала? Это должен быть ребенок Дафне. Наш общий ребенок. Мама, не молчи, говори!
Как вы могли на такое пойти? Вы мне обо всем расскажете. Обе. Сейчас! Все сделала твоя мать. Пусть и рассказывает. Дафне, стой! Дафне! Дафне! Ты мне все расскажешь. Мне нечего тебе рассказывать, Кахраман. Лучше расспроси свою маму. Сынок, дочка, не кричите, кто-нибудь услышит. Вы мне сейчас же расскажете. Все с самого начала. Слушаю. Здесь есть неплохие отели, сестра, по хорошей цене. Найдешь что-нибудь недорогое? Спасибо. Да не за что. Сестра, куда это мы приехали? Идем нам туда. Пошли. Да не молчите же вы! Вы хотели, чтобы у вас родился общий ребенок. Это был единственный способ. Не своди меня с ума. Я не хотел, чтобы у меня был ребенок от другой женщины. Но доктор сказал мне, что Дафне не может иметь детей. Я тоже узнала об этом не сразу. Почему ты не сказала нам? Почему ты это скрыла? Не могла сказать. Мы столько для этого сделали. Тебя с трудом уговорили. Это означало бы, что все было напрасно. Я попросила использовать здоровые яйцеклетки и лиф, и доктор пошел на это. Но как ты могла принять такое решение, не посоветовавшись с нами? Ну а ты, Дафне, как ты согласилась? Я не догадывалась. Узнала потом. Мама все спланировала. Почему ты не протестовала, когда узнала? Почему не пошла ко мне? Почему не сказала? Не кричи на меня, Кахраман. Я не виновата. Мне стыдно за вас. Неужели можно стыдиться собственной матери? Посмотри, сестра, вроде неплохое место. Зайдем, ты очень замерзла. Идем. Нам сюда. Здравствуйте. Добрый день. Есть свободные номера? На сколько ночей? Не знаю. Сколько стоит ночь? 50 лир с человека. Дайте нам номер. Мы позже уточним, надолго ли останемся. Ваши паспорта.
333 номер. Только придется немного подождать, пока идет уборка. Девушкам, как вы, лучше посидеть в холле. Садитесь вон там. Пойдем. Реджа, Слушаю, брат. прибери в этом номере. Побыстрее. Как мы до этого докатились? Как? Что сделано, то сделано, сынок. Отступать некуда. Ребенок существует. И что же? Будете растить этого малыша как своего. Никто ни о чем не догадается. Это ваш ребенок. А Элиф что скажете? Она ни о чем не узнает. Мать ребенка Элиф. Как можно от нее скрывать? Придется, сынок. Иначе она ни за что не отдаст нам дитя. Твое мнение, Кахраман. По-твоему, надо рассказать Элиф? Не стоит. Успокойся. Тархан, привет. Добро пожаловать. Рад тебя видеть. Хорошо. Как ты? Ты как? В порядке. Кофе дашь? Да, проходи, прошу. Девушки, хотите чего-нибудь? Чаю принести? Не нужно, спасибо. Брат, может, что-то еще? Спасибо, не хочу. Располагайся, кофе уже несут. Сестра, что мы здесь делаем? Тут люди такие странные. Милая, мы пойдем в наш номер, там нас никто не тронет. Не понравится, есть другие гостиницы. Держите, ваш номер готов. Пойдем, сестра. Я помогу вам. Не трогайте. Мы сами. Я могу помочь. Нет, не стоит. Элиф Ханым, заберите паспорта. Проходи, дорогая. Поживем пару дней и найдем отель получше. Сестра, мне здесь ужасно страшно. Ничего не бойся, Назлы. Я рядом. В номере нечего бояться. Вот я дверь заперла. Страшно подумать. Появится ребенок. Его отец я, а мать Элиф! Это невероятно. О чем ты вообще думала, мама? Чего ожидала? Никто не должен был об этом узнать. Все бы вокруг думали, что это ваш собственный ребенок. Вот что я тебе скажу. Я тебя совсем не знаю. Ты не моя мать. Ты чужая мне. Вашему браку пришел бы конец, Кахраман. Все только и спрашивали, когда у вас родится ребенок, когда вы нас порадуете. Я думала, что малыш принесет покой в нашу семью. Тем более, что ей так нужен наследник. К тому же ты отец этого ребенка, так что тебе он вовсе не чужой. Значит, нет никакой разницы, кто его мать. Давно ты об этом знаешь? Недавно.
Элиф не в курсе? Нет, нет, никто ни о чем не знает, сынок. Почему ты мне не сказала? Что именно? Правду. Дефне, у меня ведь тоже есть право знать. Не кричи на меня, Кахраман. Я здесь ни при чем. А эта девушка? В чем вина Элиф? Она носит своего ребенка и не знает об этом. Ты сейчас за Элиф переживаешь? Кахраман, я твоя жена. Обо мне ты вообще не думаешь? Другая женщина беременна от тебя. Ты не понимаешь, как горько от этого мне? Спасибо, мама. Вы уничтожили нашу жизнь. Если бы ты не была бесплодной, ничего бы этого не произошло. Как же обрадовался наш отец, узнав, что у них будет мальчик. Да-да. Я тоже за них рада. Больно вспомнить, что пережила Дефне. Нелегкое было время. Но в конце концов, всемогущий Аллах услышал наши молитвы. Конечно, столько молиться. Он не глухой. Мама, хватит! Что там такое? Надеюсь, ничего плохого. Они ругаются? Довольно с меня ваших обвинений. Я все это сделала ради нашей семьи, только ради вас. Браво, мама. Вы до сих пор пытаетесь хоть как-то оправдать себя, да? Вы совершили чудовищный поступок. Послушай, Дефне, прикуси-ка ты язык. Замолчи. А что, если не замолчу? Дефне, знай свое место. Не выводи меня. Опять они шумят и орут. Замолчите! Шукран, что мы здесь забыли? Вы обе Разберутся, виноваты. идем-ка отсюда. Неправда. Тебе не хочется узнать, в чем дело? Это мама купила на аукционе необычное. Что скажешь, тебе нравится? И поза красивая. Мамочка, что случилось? Что это был за шум? Мама, в чем дело? Кахраман вышел ужасно злой. Что у вас здесь произошло? Все в порядке. Займитесь своими делами. Нет, мамочка, я спрашиваю, потому что беспокоюсь. Не приведи Аллах, у вас давление поднимется. Не поднимется. Все, идем отсюда. Надолго мы здесь останемся? Что будем делать? Сначала мне нужно найти работу, устроиться. Потом снимем квартиру, заберем маму к себе. Знаю, сначала будет совсем непросто, но потом все наладится, не беспокойся. Сестра, место уж очень неприятное. Ты сама видела этих мужчин. Может, лучше переехать? Назлы, куда мы поедем? У нас нет надежного человека, которому можно доверять. О, Кахраман-бей! Сестра, ответь, пожалуйста. Он-то наверняка нам поможет. Поговори же с ним. Слушаю, Кахраман-бей. Элиф, ты где? Все в порядке, не волнуйтесь. Элиф, нам нужно поговорить. Скажи, где ты, и я приеду. Я не уверена, что хочу разговаривать, Кахраман-бей. Элиф, в чем дело? Я, видимо, чего-то не знаю. Просто я вам больше не доверяю. Вы нас обманули. Я не понимаю, о чем ты. Смысла твоей записки я тоже не понял. Маму могли отпустить домой, но из-за вас она все еще остается в тюрьме. Это невозможно. Кемаль-бей занимается этим вопросом. Он делает для нее все, что нужно. К счастью, я все узнала. Не переживайте, Каймет Ханым во всем призналась. Я не знал, Элиф. Правда, не знал. Я даю тебе слово. Я сделаю все необходимое. Я вам больше не доверяю, Кахраман-бей. Вы украли у нас нашу маму. Вы обманули меня. Элиф, скажи мне, где ты? Нужно поговорить. Это важно, пойми. Обойдемся. Мы сами как-нибудь справимся.
Элиф! Элиф! Сестра, зачем ты нагрубила Кахраманбею? А что нужно было говорить? Мы в ужасном положении, Кахраманбей. Приезжайте скорее, спасите нас. Возможно, Кахраманбей и правда не знал о ситуации с мамой, а ты на него накричала. Знаешь, Назлы, не нужны нам больше помощь и покровительство этих людей. Проживем без них, мы же не инвалиды. Отныне мы самостоятельно будем решать свои проблемы. Договорились? Я все улажу. Доверься мне. Кахраманбей? Кемальбей, ты в офисе? Да, здесь. Я еду к тебе. Никуда не уходи, нужно поговорить. Что-то случилось? Приеду, расскажу. Представляю, как вам сейчас страшно. Но за все надо отвечать. Я бы на вашем месте провалилась под землю. Я не сделала вам ничего плохого, так что прятаться я не собираюсь. Считаете себя невинной овечкой, несмотря на то зло, что нам причинили? Я пошла на такое во имя любви. Пусть я где-то ошиблась, но я старалась ради семьи. Наша с Кахраманом жизнь разрушена вашими стараниями. Это, по-вашему, любовь? Вы не должны были узнать этих подробностей. Жили бы себе в радости и счастье, но ты все испортила. Ты во все суешь свой нос. Я бы любила чужого ребенка, принимая за своего. В этом было бы счастье. Интересно, о чем они там говорят? Был бы дома отец, сразу бы все стало ясно. Ну хватит, Шукран, успокойся. Сразу видно, что эта проблема личная. Нас не касается. Касается. Раз живем в одном доме, то касается. Какие тайны от членов семьи? Так, Шукран, как говорят, не суй в чужой вопрос свой нос. Надо придумать причину, чтобы подойти к ним. Ой, Шукран, ох. Никаких ох. Дома все вверх дном, а ты говоришь поговорками. Ты из-за них так разнервничалась? Я пошла на кухню. А что будет дальше? Что скажет Элиф? А если Кахраман расскажет ей правду? Будем молиться, чтобы он ничего не сказал. Ну, предположим. Что нас ждет в будущем? Ничего плохого уж точно. Я 1000 раз объяснила. Мать этого ребенка ты, а отец Кахраман. Вы станете родителями. Это невозможно. Я не буду матерью для чужого ребенка. Не зарекайся, дочка. Придет день, ты изменишь свое решение и пожалеешь о своих словах. Сомневаюсь, мама. Хорошо. Скажи, что надо делать? Пусть делает аборт. Мы избавимся и от Элифа, и от ребенка. Только отец этого ребенка Кахраман. Его ты вряд ли убедишь пойти на это. Послушай, дочка. Отныне будь осторожной при принятии каких-либо решений. Я говорю это для твоего же блага. Одна нелепая ошибка, и ваш брак будет разрушен. Кахраман тебя бросит. По-моему, вы слишком самоуверены, мама. А если Зиябей узнает о ваших проделках? Никто ни о чем не узнает, детка. Мы втроем сохраним это в тайне и будем молчать. Ну, это как сказать. Кто знает, а вдруг я проговорюсь? Ты точно не проговоришься. Ты, видимо, забыла о яде, которым угостила Элиф, да? Я сохранила этот флакон. У всех есть секреты, дочка. Ты сначала подумай, что произойдет, а потом делай. Мамочка, принести вам чая? Вы, похоже, еще долго будете разговаривать. Нет, наш разговор уже закончен.
Если бы не Кахраман, такого бы не случилось, отец. Я бы давно разобрался с Кадиром. Что бы ты сделал? Как разобрался бы? Просто нанял бы киллера, отец. Разве это сложно? Судя по всему, на большее твоего ума уже не хватает. А что ты предлагаешь? Керем все узнал. И что? Скоро и Мирьем узнает. Неизвестно, как она поступит. Думаешь, будет лучше, если наша семья распадется, папа? Убить его я мог бы и сам. И без сожалений. Несмотря на то, что сел бы в тюрьму. Но ради Керема не стал. Что же будет дальше, отец? Что ты скажешь Керему? А Мирьем? Ничего. Пришло время нам с тобой ответить за свои грехи, Якуб. Керем, ну ответь мне, сынок. Алло, Кадир. Кахраман. Нужно встретиться. Ты сможешь? Ладно, конечно. Ты где? В отеле. Хорошо, еду. Каждый день ссоры и склоки. Это разве нормально? Вот, например, мы с Якупом наши ссоры огласки не придаем, никто и не знает. А эти уже весь дом на уши поставили. Мне кажется, что причина их ссор – это Элиф. При чем тут Элиф, Шукран? А вот увидишь, Шукран все подмечает. Ладно, вот родится ребенок, и все ссоры закончатся. Кого может родить эта куница? Ребенок будет таким же злобным. Ай, как не стыдно, Шукран. Вот возьмите. Приятного аппетита. Я не голодна. Попробуй, вкусно. Скоро придет тренер по фитнесу. Наевшись, не смогу заниматься. Ох ты, Каймет ханым тебе разрешила? Якуб с ней поговорил. Сказал, не вздумай перечить моей любимой жене. Она вольна делать все, что пожелает. А ты хоть раз видела этого тренера? Какой он? Очень приятный мужчина. Все знаменитости у него тренируются, кстати. Как раз для тебя, Гюльсюм. Тренер знаменитостей. Ничто не заставит меня заниматься спортом. Спорт – это не для меня. А разве плохо немного похудеть, милая? Выйти замуж? Пусть любит такой, какая я есть, Айсель. Главное – красота душевная. На дворе 21 век, а ты о душе думаешь. Так раньше было, когда-то, а сейчас смотрят на обертку. Я нахожусь в полной гармонии с собой. Мне не важна обертка. В девках останется. Я поняла. Ага. Хорошо, конечно, не волнуйтесь. До свидания, всего хорошего. Он готов нам помогать, сестра. Вытащит нашу маму. По крайней мере, ему можно доверять назлы. Он сделает все, что в его силах. Мама сама говорила, что он опытный в этих делах. Мне кое-что не дает покоя, сестра. Почему Каймет ханым так с нами поступила? Она всегда и во всем старалась помогать. Почему она хочет, чтобы мама осталась в тюрьме? Не знаю, сестренка. Очевидно только одно. То, что мама сидит в тюрьме напрасно. Мы спасем маму, чего бы нам это ни стоило. Ладно, пошли. Надо успеть, пока не стемнело. Надевай. Султан, встань, это мое место. Ух ты.
У нас тут что, именные места? Я говорю, это мое место. Не зли меня. Не заставляй меня орать и ругаться. Да ори хоть до утра, мне все равно. Осмелела, значит? Закрой-ка пасть. Ты под меня будешь Да что подстраиваться. ты кто такая? Отвечай. Потише, без рук давай. Сейчас я покажу тебе, кто я Хатидже, такая. хватит. О, надо же, ну покажи и посмеемся. И ты замолчи, Старая. Хатидже. Хватит. Хватит, садись есть. Давай. Хамка. Дафне, как ты? Мне плохо именно. Дома просто кошмар. Кахраман? Как Керем? Звоню, он не отвечает. Не волнуйся, я с ним говорил. Он никогда меня не простит. Он злится не на тебя, а на то, что вырос без отца. Ясно, что тут не только ты виноват. Но и Керема можно понять. Такое нужно пережить. О чем ты задумался, сынок? Да так, мама. Просто задумался. Что такое, Керем? В чем дело? Мама, а каким был мой отец? Керем, ты спрашиваешь меня о человеке, которого я очень любила. Как же мне объяснить? Кадир был лучшим человеком на всем свете. А если бы ты встретила его сейчас, что сделала бы? Что это за вопрос такой, Керем? Я не понимаю. Ничего, просто стало интересно. Знаешь, доктора считают, что мне недолго осталось жить. Много лет я мечтал быть рядом с сыном. Я безмерно обо всем сожалею. Но ничего не поделать. Почему ты не приехал раньше? Я не мог, Кахраман. Не смел. Я всегда хотел, но боялся. Не решался. Ты появляешься спустя 20 лет, говоришь, я твой отец. Керема тоже можно понять. Знаешь, это очень тяжело. Понять и простить. Я тоже скоро стану отцом. Правда? Я очень рад. Но ты какой-то грустный. Или ты не хочешь ребенка? Что-то я счастлив. С нетерпением жду дня, когда возьму его на руки. Я никогда его не оставлю. Пока меня не было, ты заменил Керему отца. Спасибо. Сколько бы боли я не пережил в прошлом, Зиябе и Якуб сделали для сына много хорошего. Керем очень любит тебя. Ты для него как отец, Кахраман. Спасибо за то, что был с ним рядом. Керем мне как родной сын. Я его не оставлю. Спасибо. Желаю, чтобы мечты Керема сбылись. Для него станет ударом жестокий поступок его дяди и деда. Я не хочу, чтобы он расстраивался. Поэтому о делах Зиябе и его дяди Якупа Керему лучше не говорить, ладно? Как пожелаешь. Я не возражаю. Спасибо. Как же у вас все запуталось. Как теперь поступит Кахраман Бей? Ума не приложу. Неопределенность сводит меня с ума. Думаешь, он расскажет или вправду? И такое возможно. Дафне, что ты будешь делать?
Единственный способ раз и навсегда решить проблему – отвезти Элиф на аборт. Если Элиф узнает, что это ее ребенок, она ни за что на это не согласится. Не узнает. Мы ей не скажем. Я поговорю с Кахраманом. Как бы Кахраман Бей не нашел Элиф раньше. Он не отвечает на звонки. Что вообще происходит? Шукран, что за суматоха? Пришел мой личный тренер. Разве можно так волноваться при мысли о спорте? Я бы точно не стала. Здравствуйте, очень рада. Приветствую, Шукран Ханым. Готовы? Я готова и жду вас. Да. Прошу. Здравствуйте. В школьные годы я играла в волейбол. Серьезно? Прекрасно. Спорт очень важен. Я влюблена в спорт. И я. Как много у нас с вами общего. Мы оба влюбленные. Тунчбей, вы проходите в зал, располагайтесь, готовьтесь. Я переоденусь и приду, ладно? Хорошо, Шукран Ханым, жду. Бегу. Гюльсюм, ты что делаешь? Шукран, почему ты не сказала, что этот тренер такой невероятный красавчик? Гюльсюм, приди в себя, не позорь свою У меня хозяйку. появилось дикое желание заниматься спортом, Шукран. С ним я хоть марафон побегу. Гюльсюм, иди на кухню, давай, милая. Живей, живей. Девочка, ответь же на звонок. Ответь, Элиф, ответь. У вашей мамы есть знакомая Айше, моя ученица. Я в курсе дела благодаря ей. Вы считаете, что нашу маму могут скоро выпустить из-под стражи, и она сможет выйти на свободу? Верно. Она должна быть на свободе. Но для ее освобождения не было предпринято никаких шагов. И я не понимаю, почему ее адвокат так поступил. И мы тоже не понимаем. Послушайте, Сизадбей, мы бы очень хотели, чтобы нашу маму немедленно освободили из тюрьмы. Вы знаете адвоката, который мог бы нам в этом помочь? Не переживайте. Я спрошу у знакомых. Мы обязательно кого-нибудь найдем. Как там у Элиф дела? Говорила ли с преподавателем? Думаю, говорила. А если нет, я поговорю с ним на этой неделе. Не беспокойся. Мы тебя отсюда вытащим обязательно. Вот же наглая как смотрит. Не обращай внимания. Я найду управу на эту, Султан. Узнает, что значит нарываться, и заплатит мне. Что это? Вечером мы идем на концерт. Твои самые любимые группы. Эти билеты так трудно достать. Где ты их взяла? Я 2 месяца за ними охотилась. Ради тебя. Вот, молодец. Я знаю. А еще очень скромная. Вечером Ладно, увидимся. конечно. До встречи. Я говорил с Кадиром. И что он наплел? Он не откроет Керему правду. Как ты смог на него повлиять? Якуб, помолчи, дай сказать Кахраману. Я ничего не делал. Кадир сам так захотел. Чтобы Керем не расстраивался. Да ладно. Строит из себя заботливого папашу. Кто знает, что он опять замышляет. Ничего он не замышляет. Успокойся, Кахраман. Якуб, ты тоже помолчи.
Будьте спокойны. Керем не узнает, что вы сделали. Но он просто обескуражен. Вчера он отвез Кадира на могилу. Он раскапывал ее, утверждая, что в ней его отец. Когда я нашел парня, у меня от боли сердце сжалось. Сейчас нам всем необходимо его поддержать. Ты прав, Кахраман. Ты прав. Сестра, кажется, на нас все смотрят. Что? Чего смотрите? Вы не в театре. Сестра, ешь спокойно. Давай. Что-нибудь нашла? Нет. Все ищут работника с образованием. Может быть, тогда я устроюсь? Ну, скажем, я могу продавцом. Нет, так не пойдет. Ты не будешь работать. Я что-нибудь придумаю, не волнуйся. Работу ищешь? Ищу. Поработай у меня в лавке. Я продаю платья. Не пойдет. Мы договоримся. Не упрямься. И ты останешься довольна, и я. Убирайтесь. Я вас не звала. Я лишь хотел тебе помочь. Вставай, сестра, пойдем. Ну же, Элиф, где ты, Элиф? Ответь на звонок. Кто это? Кахраман Бей. Ответь ему, пожалуйста, прошу, не упрямься. Назлы, идем, мы уходим. Идем. Слушаю, Кахраман Бей. Позвони Кемальбею, пусть поднимется. Поняла, Эфенди. Родится мальчик, Зиябей. Поздравляю. Спасибо, Халиль. Спасибо. Говорят, любовь к внукам особенная. Но я пока этого не знаю. Верно, верно. Хвала великому Аллаху. Этот будет уже 4-м. Но у этого ребенка особая миссия. С ним наша фамилия не умрет. Благодаря ему наша семья пустит новые корни в будущее, вырастет, приумножится. Иншаллах, у него будет счастливая жизнь. Иншаллах, иншаллах. Халиль, Слушаю, Зиябей. ты в этом разбираешься. Отвези меня куда-нибудь, где я мог бы купить подарки. С радостью, Зиябей. Чтобы быть здоровым, в первую очередь нужно изменить свой образ жизни. Например, не спать больше определенного времени. Я никогда не сплю больше 8 часов. Ну а для сбалансированного питания мы ограничиваем потребление жиров и сладостей. Я питаюсь исключительно здоровой пищей. Вчера вечером ты ела пирожки, дорогая Шукран. Потом еще и вторую порцию попросила. У всех иногда бывают срывы, это нормально. Иногда и мне хочется куда-нибудь сорваться, тренер. А вы работаете по вечерам? Гюльсюм, у тебя на кухне нет работы? Все готово. Тогда приберись в комнатах. Прибралась. Все сделано. Так, Гюльсюм, выйди. Ты отвлекаешь Тунчбея. Я тоже хочу заниматься спортом, ясно? Вы меня не отвлекаете? Если хотите, занимайтесь с нами.
Что вы, Тунчбей, у Гюльсюм лишний вес. Наши возможности не равны. Она не сможет делать те же упражнения. Сегодня будет упрощенный вариант. Сначала разминка и кардиотренировка. Вы готовы? Готовы. Тогда приступим. Итак, ставим ноги на ширину плеч. Руки на пояс. Начинаем круговые движения корпусом. Раз, два, три. Шукран, Да. я влюбилась. Простите. Да я все спортом восхищаюсь. Как ты оказался втянут в эту игру, Кемальбей? Ты забыл о совести? О принципах справедливости? Я исполнял волю Каимет Ханым, Эфенди. Ты даже не спросил, зачем я это? Она просила не задавать вопросов, сделать, как она велела. Это же недостойно. Что ты за адвокат такой? Простите, Кахраман Бей, но я вынужден был делать то, что велела ваша мама. Ясно. Иди в бухгалтерию, пусть подготовит расчет. Ты уволен. Прощай. Мама. Где ты была, Дефне? Отца навещала. Есть новости от Кахрамана? Вижу, вы начали паниковать. Отвечай на мой вопрос, девочка. Ты с ним поговорила? Он не отвечает на звонки. Не забывай, эта тайна останется только между нами. Вы лучше это Кахраману скажите. Как бы он не выдал эту новость всем. Зиябей, Шукран, Мирьем. Все в этом доме узнают, насколько вы гадкая и подлая. Кахраман не станет вредить матери. Очень советую тебе это запомнить. По-моему, в этой жизни никому нельзя доверять. Мы вам доверились, и вот что с нами стало. Ты, деточка, главное, знай себе, помалкивай. Ради себя, в первую очередь. Алло, Керем, где ты, сынок? Я дома. Хорошо. Хорошо, дядя. Я приеду. Ладно, тогда вечером увидимся. Конечно, до свидания. Отлично. Браво, очень хорошо. У меня лучше получается. Гюльсюм мешает большой живот. Получится, нужно время. Конечно, на все нужно время. А теперь переходим к бегу. Ладно. Может, лучше не к бегу, а к ходьбе? И еще за руки возьмемся. Простите? Гюльсюм просто устала, не хочет бегать. Нет, я не устала. Пойдемте на воздух. Гюльсюм,
У тебя с головой плохо. Я занимаюсь спортом, Шукран, и только. Ты сама говорила, что в день нужно проходить 10 тысяч шагов. Пусть делает ко мне хоть шаг, а остальные я сама пробегу, ясно? Да ты совсем помешалась. Гюльсюм! Гюльсюм! Застегнись. Требуется продавец. Сестренка, постой. Пойдем спросим. Может, получится? Идем. Добро пожаловать. Чем могу помочь? Добрый день. Я пришла по объявлению о работе. Одну минуту. Неврия Ханым, подойдите, пожалуйста. Девушка пришла по объявлению о работе. Хорошо, я разберусь. Как вас зовут? Я Элиф, моя сестра Назлы. У вас есть опыт работы? Уже работали продавцом? Не работала, но я справлюсь. Мы ищем кандидата с опытом. Простите. Ну, может, хотя бы на испытательный срок? Мне очень нужна работа. Сожалею, я не могу вам помочь. Пойдем, не получится. Хорошего дня. Хорошо. В качестве перекуса вам приготовили кекс с молоком. А что сегодня ели на обед вашим? Садись, Халиль, а то остынет. Салаты или свежие овощи? А фрукты любят? Это плохо. Дети должны есть клетчатку. В доме скандал. Не вмешивайся. Элли взяла и сбежала. Не знаешь, куда? Не знаю. Зря я, наверное, тогда решил привести этих девочек сюда. Что случилось? Тебе что-то сказали? Нет. Никто ничего не говорил, но все же... Шукран Ханым обмолвилась, что Кахраман Бей и Дафне Ханым ссорятся в основном из-за Элиф. При чем тут это? А? При чем тут она? Аллах, Аллах. Не выдумывай всякую ерунду. Это слова Шукран Ханым. Халиль, не сердись. Главное, чтобы это на нас не отразилось. Скажут, вы их привели, вот и думайте. Нет, дорогая. При чем здесь мы? К тому же, они ругаются не из-за Элиф. Каймет Ханым взяла их в дом. Ну ладно, раз ты так думаешь. Так. Что, так сильно устали? Все в порядке, тренер, хотя Гюльсюм еле дышит. Это точно. Прямо сердце из груди выпрыгивает, перехватывает дыхание. Кажется, я влюбилась. На тренировке? У меня тоже колено болит, а у нее ведь лишний вес есть. Вы сейчас примите душ, потом как следует отдохнете, и все будет отлично. Вы уже уходите? Мне нужно идти. Мы приготовили десерт из тыквы. Я принесу, он вкусный. Пожалуйста, не беспокойтесь. Тогда я дам вам с собой, дома попробуйте. Пусть съест ваша жена. Я не женат. Как замечательно. А я не замужем. И парня у меня тоже нет. Я так одинока. Меня сейчас тошнит. Простите, мне пора. Извините, что не провожаю. Я знаю дорогу, не вставайте. Хорошо. Спасибо. Увидимся, удачи. Увидимся. Ты же говорила, что никогда не будешь заниматься. То было вчера, Шукран Ханым. До начала эпохи Тунчи, понятно? Алло? Селен, здравствуйте. Скажите, Кахраман у себя в кабинете? Только что вышел. Он сказал, куда едет? Нет, Дафне Ханым, ничего не сказал.
Хорошо, спасибо. Уходи отсюда, быстро! Отдай мои деньги! Закрой свой рот. И лучше не нарывайся, драная курица, иначе ногу прострелю. Стреляй! Кишка у тебя тонка, подонок! Проваливай! Не создавай мне тут лишних проблем. Пошла! На помощь кто-нибудь! Прошу! Что Помогите, здесь происходит? убивают! Я все равно заберу у тебя свои деньги, негодяй! Отдай по-хорошему, Проваливай! ублюдок! Ничего я тебе не отдам! Забирай эту овцу! Только настроение портит. А вечер только начинается. Пойдем-ка, вставай. Нам тут полиция не нужна. Учти, у меня есть связи! Ты покойник! Ходи, Катись! оглядывайся! Да забери ты эту шлюху мне отсюда! заплатишь! Пошла вон, Ну, от тебя одни уходи. неприятности! Тише. Успокойся, милая. Они ушли, все закончилось. Сестра, давай уедем отсюда, а то с нами что-нибудь случится. Назлы, хватит, успокойся. Куда же мы пойдем на ночь глядя? Утром мы сразу отсюда уедем. Видимо, он из Хата. Дядя, нужно заставить его ответить за свои поступки. Пусть будет наказан за то, что сделал Элиф. Его накажут. Твой отец хочет с тобой увидеться. Мне незачем видеться с этим человеком. Тебе стоит его выслушать. Я не хочу его слушать, дядя. Несмотря ни на что, он твой отец. У меня нет желания встречаться. Дай ему шанс, сынок. Он его заслужил. Хорошо, если ты настаиваешь, дядя. Дело не во мне, а только в тебе, мой мальчик. Хорошо. Я согласен. Тогда завтра исходим, ладно?